Здравствуйте! С сегодняшнего дня мы начинаем мастер-класс по созданию цифровых стикеров. Мастер-класс будет состоять из 4 занятий. И на первом занятии мы с вами будем работать со следующими этапами, которые расписаны на экране. Первое — это у нас тема. Прежде чем вообще создавать стикеры, мы должны с вами понимать, что мы хотим, на какую тему собираемся создавать наши стикеры. Так как сейчас зима, в преддверии Нового года, я предлагаю создать новогоднюю серию стикеров или стикеры на зимнюю тематику. То есть мы возьмем тему зима. Зима и Новый год. Новый год. Вот такая у нас будет тематика. Прежде всего, после того, как мы определились с вами, на какую тему мы собираемся работать, мы должны с вами найти, посмотреть референсы, то есть увидеть работы других людей, посмотреть, как это делается, чтобы у нас было примерное представление, как это будет выглядеть, примерное представление. Это тоже обязательный этап поиска референсов, сбора референсов, прежде чем приступаем к любой работе. Любые художники, иллюстраторы, прежде чем начать свою работу, всегда создают себе доску со вдохновением, с референсами, или по-другому это может называться мудборд. Я предлагаю искать референсы на таком сервисе, как Pinterest. Вы, наверное, слышали, может, кто-то пользовался. Это очень удобный сервис поиска разных картин. Называется он Pinterest. Здесь мы набираем нужную нам тематику. Это у нас, я уже до этого набирала, Winter Stickers, то есть зимние стикеры. Смотрим, какие стикеры нам нравятся по цвету, по наполнению. И начинаем с вами их для себя делать подборку элементов, начинаем смотреть. Допустим, давайте начнем с первого элемента. Тут элементов, конечно, очень много, и они созданы с помощью в основном, то есть есть тут текстурки и так далее, то есть достаточно сложные элементы. У нас элементы должны быть чуть попроще, потому что мы будем создавать их с помощью векторной программы без применения графического планшета, поэтому мы возьмем элементы чуть попроще. Допустим, как в этом наборе. Можем его сохранить. Для этого мы создаем новую доску. Создать, тут есть стрелочка. Ой, не туда сохранила. Здесь есть кнопочка «Создать доску». Мы создаем новую. И назовем его, допустим, Winter Sticker, или по-русски, давайте напишем на русском, зимние стикеры. То есть мы здесь будем сохранять с вами стикеры, которые нам понравились. Ой, кстати, вот этот стикер, он же сложный, мы сказали. Ну ладно, пусть он будет. Ищем ту, которая у нас была легкая, попроще. Давайте ее мы сохраним на нашу зимнюю. Зимние стикеры и сохраняем. Следующее тоже очень-таки небольшой и простой сет из элементов, которые нам нужны. Этот может быть такой. Мы его тоже сохраняем в нашу подборку. Она уже на верхнем появилась. И так далее. То есть вы смотрите для себя, вы можете отмечать разные стикеры, смотреть и подбирать их,
какие вам нравятся, да. Но главное условие, что они не должны быть слишком сложными, и нарисованные должны быть именно иметь из простых элементов, созданные из простых элементов. И сохраняем. Вот это тоже очень хороший сет. Сохраняем. Зимние стикеры. Вот. Также вы можете вернуться к поиску изначальному, когда мы искали с вами большой поиск. Вот, да, начальный поиск. Тут гораздо больше выбора. Смотрим и начинаем тоже сохранять. Можем сразу здесь, вот тут сохранено, да, то есть смотрим и сохраняем. Тоже берем и сохраняем. Сохраняем. Все. Теперь мы с вами можем вернуться на нашу страничку, открыть зимние стикеры и посмотреть, какие же мы сохранили элементы, какие нам больше нравятся. Мы не будем делать слишком большой сет элементов, поэтому подберем около 5-6 штук, что мы собираемся сделать. Посмотрите, какие элементы более простые для обучения. Я предлагаю взять снеговика, снежинку, елочку, елочную игрушку. Давайте это все запишем. Референсы посмотрим в Pinterest. Выбираем объекты. Мы сейчас распишем, что хотим сделать. Это у нас снеговик, снежинка, елочка, елочная игрушка. Ой. И давайте еще 5-й элемент посмотрим, что мы можем сделать. Давайте посмотрим. Можем попробовать сделать медвежонка, да? Медвежонка. И еще вот видите, здесь есть надписи. Можно сделать надпись. Ну, пока распишем побольше, потом посмотрим по приоритету, по времени. Мишка и надпись. Все, у нас есть референсы, у нас есть объекты. И последний этап у нас это установка программы. Мы будем работать с векторной программой, называется она Inkscape. И она у нас бесплатная, да? Вы можете поставить ее на свой компьютер. Скачиваем его с интернета, пишем Inkscape. В поиске набираем, и первая страница inkscape.org. Это программа, сайт, с которого мы можем скачать нашу программу. Смотрим. Рисуй свободно. То есть это программа, которая раздается бесплатно. Download. Сюда мы зашли. И где можно скачать. Смотрим так. Условия. Ищем версию для Windows, да, вот кнопочка. И обычно у меня стоит 64-битный, обычно сейчас современные компьютеры оснащены именно такой операционной системой. Скачиваем ее. Installer в .exe формате. Загрузка началась. Ждем. Вот начинается скачивание нашей программы. В зависимости от скорости вашего интернета, вот у меня скачалось в течение где-то 5 минут Inkscape. Он весит 88 мегабайт, на самом деле не очень много. И мы начинаем установку в загрузках. Вот он, Inkscape. Запускаем его. Разрешить.
там выйдет окно с разрешением. Мы разрешаем эту программу для установки. Далее принимаю. Можем создать иконку на рабочем столе. Далее. И здесь мы устанавливаем полную, да, full. Может быть компакт минимал, но лучше full. Полная установка. Установить. И ждем. И вот в течение 5 или 6 минут у меня устанавливалась эта программа. В конце у нас есть завершение работы, мастер установки. Нажимаем просто готово. И у нас запустится наша программа. С ней мы начнем работать на следующем уроке. Всем спасибо за внимание. До свидания.